Наша республика невероятно красива, особенно с точки зрения природных достопримечательностей. И последние несколько лет это с удовольствием отмечают не только жители Башкортостана, но и туристы со всей страны. И это происходит в том числе благодаря активному развитию туристической инфраструктуры. Об этом мы поговорим с министром предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухрой Муллбеной Гордиенко. Зухра Муллбеновна, доброе утро. Доброе утро. Слушай, ну и как мы сказали, за последние годы очень много появилось таких, вы знаете, мест коллективного отдыха, да, будем называть его так. Вот почему именно такие места получают развитие? Ну, дело в том, что, видите, как крупного инвестора очень тяжело пригласить к нам сюда, чтобы построил сразу большую гостиницу, хотя они у нас есть, эти инвесторы, но мы понимаем, что сейчас внутренний туризм – это такая национальная идея, это национальный проект, который действительно сопровождается нашим главой нашего государства. И, безусловно, что такая программа, быстрая программа возведения быстрых модулей, кемпингов и глэмпингов, как сейчас мы их называем, это очень быстрая возможность для предпринимателя, кто занимается в сфере туризма, построить свой бизнес. То есть они действительно очень удобные, быстро возводимые и круглогодичные. Это самое главное, что есть у нас. Поэтому, конечно, мне кажется, что человек, когда узнает, ему самое главное ведь где остановиться. Мы когда ждем туристов, приглашаем, приезжайте, приезжайте. Ведь это, знаете как, это тоже очень опасно. Если в прошлом году 2,5 миллиона туристов, такая большая толпа приехала к нам людей, я же извиняюсь, что говорю, но если приедет еще 500 тысяч, то, возможно, нам негде будет их размещать. Поэтому, и это практически во всех регионах России. Вот Челябинская область чуть-чуть раньше начала этим заниматься, без федеральной поддержки. Почему? Потому что понимали, что эти прекрасные природные объекты, они нуждаются в том, чтобы там были вот такие места отдыха. Кстати, вот в Челябинской области была этим летом, и там невозможно было тоже забронировать какое-то жилье, просто не хватало. Поэтому понятно, что такие быстро возводимые объекты проживания очень актуальны. И это бизнес классный, я надеюсь, с точки зрения выгодный. Ведь еще поддерживает государство. Да, я сейчас расскажу о государственной поддержке. Дело в том, что да, это бизнес, но рубль у него очень длинный. В любом случае у нас очень короткий сезон, где можно отдохнуть, когда можно отдохнуть. Все равно у нас как-то больше люди приезжают, в теплое время года, поэтому летний сезон и цены тоже диктуют нам. Но государство возмещает предпринимателю часть затрат. Так, например, если мы создаем кемпинг, это такое, знаете, временное размещение, это больше палаточный, сафари-парк, там мы до 4 миллионов можем возместить затрат, то есть, там 50 на 50. Если это туроборудование, то до 2 миллионов. Если это пляж, и пляжи возмещаются до 7 миллионов, а если это именно глэмпинги, афреймы, которые строятся, или модульные гостиницы, то на каждый номер возмещает государство 1,5 миллиона рублей. Это здорово. Здорово, да. И буквально месяц назад мы были на открытии Голди Глэмпа. Это в Нуримановском районе. Это прекрасное место. Я хочу сказать, что сам предприниматель, он сказал одну вещь очень важную. Говорит, если бы не этот грант, я бы 3-4 года свою мечту воплотила. Я за 1 год смог сделать. Но мы тоже смотрели на этот бизнес с точки зрения экономической эффективности. На самом деле я называю это социальный бизнес. Почему? Потому что очень много вложений. Очень много вложений. Постоянно надо смотреть. Это такой социальный проект. Люди, имея такие доходы, они могут положить деньги в банк, сидеть и на проценты жить. Но они вкладываются, чтобы эти места у нас появились. Да, Башкортостан прекрасен, его надо показывать. Ой, башкирская красота вообще неописуема, конечно, да, эпитетов не хватит. Слушайте, помимо того, что развивается туризм, да, строятся такие места отдыха, это же и развитие не только для туристической, с туристической стороны, это же и строительство развивается, да, инфраструктура улучшается. Рабочие места появляются, да. Этим летом были открыты Салатиры, историко-минеральный парк, и музей, визит-центр Евразийский музей кочевых цивилизаций. Каким образом это повлияло на развитие территории, где как раз-таки открылись эти предприятия? Прекрасно. Салаватский район, родина нашего героя Салавата Юлаева, получила такой прекрасный мемориальный комплекс. За время открытия, мы в июне открыли, сейчас уже 19 тысяч посетителей приехало туда. Сейчас там реализуется не совсем рядом, но вблизи пришел большой инвестор у нас, «Свободное дыхание», там будет хороший, но опять же такой комплексный отдых будет организован. Поэтому
в деревне Алькино, я надеюсь, что в деревне Алькино появится хорошее место для того, чтобы можно было перекусить. Это все, конечно же, аккумулирует доходы. Ну, научиться зарабатывать на бизнесе мы еще только начинаем. Действительно, это такая хорошая сфера. 1 рубль туризма приносит там 20 рублей, насколько я знаю. Едут на Салават-Яре, покупают там сувенирную продукцию, возвращаются, хочется покушать, попить, где-то что-то тоже приобрести у местных жителей. Сейчас надо правильно все выстроить потоки. Когда сами жители Салаватского района почувствуют, что вот он, турист, пошел по этим тропкам, они будут строиться. Это, безусловно, там, где есть поток, там обязательно будет и предложение, и интерес. По Чешминскому району, ну там вообще история интересная. Там сейчас у нас проект огромный, там и есть желание построить спа-центр, его недавно презентовали Радию Фаритовичу Хабирову, показывали, это, красивый такой, современный будет спа-центр, санаторий. Вот. И также мы там планируем построить центр башкирской лошади, тоже такое вот место, где можно увидеть, потому что не все поедут в Баймакский район, а Чешминский район, Чешминский район, он очень удобный логистически для туризма, там же у нас и железная дорога, и все-таки от аэропорта недалеко, меньше 100 километров, поэтому, планов много. Вообще в наши планы вносят разные явления, такие как дождливое лето, когда мы готовились к засухе, вот дождь и дождь, понятно, что турист сейчас уже разворачивает потоки свои, понимая, что не везде можно побывать в Башкортостане, а так, если что-то создается новое, хорошее, это сразу аккумулирует бизнес. А по поводу строительства, вы правы. У нас вот с началом программы реализации вот этих глэмпингов и кемпингов у нас открылось 3 новых компании, которые делают модульные дома. И это молодые наши предприниматели в городе Салават, Кумертау, в Уфе. То есть они очень быстро проориентируют свой бизнес и действительно практически по всей России продают. Это здорово. Ух ты, да, вот так вот мотивируем наших предпринимателей выходить еще и на всероссийский уровень. Но вы упомянули, что сейчас в Башкортостане действительно не все можно посмотреть. Из-за этих дождей на прошлой неделе закрыли природный парк Иремель. Да. Вот сейчас как обстоит ситуация? Он все еще закрыт, и какие еще по территории пока не стоит посещать? Да, он вообще сейчас, конечно, я туристов немножко хочу остановить, идти в природные парки. Потому что действительно теряются, и вот такая стихийная у нас погода. Иремель закрыт со стороны Белорецкого и Учелинского района. Со стороны Челябинской области эти люки он открыт. У нас закрыты несколько пещер. Это Новомурадымская и Киндерлинская пещеры закрыты. Вот. Есть пещеры, которые открыты там, но в любом случае надо понимать, что в любой момент может случиться непоправимое. Поэтому сейчас пока надо остановиться и по сплавам, и по походам. Почему? Потому что и дороги же у нас там не везде асфальтированы. Да. Надо сказать, вообще не асфальтированы. Поэтому я все-таки считаю, что опасно. В этом на самом деле и прелесть, что не асфальтированные дороги, потому что действительно все еще природа такая натуральная, ее можно увидеть своими глазами. Но у нас есть что посмотреть и в городах, между прочим, дорогие телезрители. Воскресенская, Бирск, у нас много примеров. И вот этими примерами пользуются активно, что очень радует жители старшего возраста. Серебряного. Башкирское долголетие. Это программа, которая просто восхищает, что каждый человек, который уже достиг какого-то определенного возраста, может отправиться. Вот в этом году как видоизменилась программа, и можно ли еще успеть в нее вписаться? Да, вообще она круглогодичная у нас. Вообще 34 тысячи уже наших старших товарищей отдохнули. В этом году мы планируем, цифра будет 20 тысяч. Мы возмещаем все расходы. У нас есть еще башкирско-белорусское долголетие. Вот. Надо зарегистрироваться просто в этой программе. Заходишь, напишешь башкирское долголетие, пройти регистрацию. Если сложно это же старшее поколение, то в администрациях, в отделах экономики или зама по соцвопросам на все вопросы ответить. По совету ветеранов сейчас нету, везде точки входа мы сделали. Мы эту программу разбили по всем. И не всегда, например, летом удавалось собрать группы, потому что сады, огороды. Да. Поэтому она видоизменяется каким образом? Она у нас видоизменяется за счет того, что мы новые туры предлагаем. Постоянно ищем. И главы ищут у нас. Почему? Потому что это же, опять же, поток. Эти бабушки пришли, что-то купили, что-то внучкам купили. Вот она пошла такая синергия и бизнеса, и долголетия, и всего самого доброго, что может быть у нас в республике. Вообще, хочу сказать несколько моментов. Вы сказали про города. Действительно, наши города достойны того, чтобы их посещать. Это Бирск, это Благовещенск, это Краснокамский район, прекрасные там поселения, сам город Нефтекамск. И Уфа. Уфа преображается. Да, мешает опять дожди закончить все это преображение, но буквально гуляешь по Уфе и видишь новые объекты. Это здорово. Да, приезжать
Я в Нефтекамске был несколько раз за всю свою жизнь, ну раз, наверное, 20. И только на 21 раз я приехал и увидел там весь какой-то купеческий двор и такой потрясающей красоты церковь. Это еще было зимой, было вечером. Она так подсвечивается очень красиво. То, что... Вы были в Краснокамском районе. Наверное, выехали, да, с Скорее Нефтекамска? всего, Она да. там Просто, близко, это, да. это вот прям вот все рядышком, но это так красиво. Поэтому, друзья, больше путешествуйте, больше познавайте республику, да, знакомьтесь с ее красотами не только природным, да, ключе, но и вот именно по городам есть что тоже посмотреть. Мы благодарим нашего гостя за эту беседу. У нас был в гостях министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Мавлютбек Бердиенко. Спасибо вам большое.